Очередной антирекорд по внебольничной пневмонии зарегистрирован в республике. За сутки заболели 389 человек. Выписано с таким же диагнозом 375 пациентов. А вот коронавирусная инфекция подтвердилась у 121 жителя. Еще одной жертвой стал 73-летний уфимец. В стационарах республики сейчас проходят лечение 317 человек, из них в тяжелом состоянии 32. Мы уже не раз рассказывали, как проходит работа в уфимских ковид-госпиталях. А вот следующий репортаж из красной зоны и Ишимбайской больницы. Тему продолжит Анастасия Ильчебаева. Сейчас мы в красной зоне. Все. Отсюда они выйдут только спустя 8 часов. Количество медперсонала ограничено, смены длинные. Сначала обход, на кроватях очень много пожилых. Некоторые без помощи врачей не могут даже попить. Ой. Антураж районного ковид-госпиталя, конечно, отличается от столичных больниц. Но и здесь врачи работают на износ, делают все возможное. Хотя иногда элементарно не хватает лекарств. Врачам приходится либо менять лечение, исходя из того, что имеется в запасах, либо просить родственников приобрести медикаменты. И многие с этим не согласны. Мы не то, что своим лечили. Если вам идет заказ лекарств, этого лекарства у нас на данный момент нету. Дексаметазон мы вам могли заказать. Дексаметазон на данный момент больница уже израсходовала. Общение с родственниками по телефону – отдельная история, говорят врачи. Посещение пациентов невозможно. Родные беспокоятся. Я утром сказала, я говорю, за тебя, я говорю, меня сейчас лишнего не будут смотреть. Мы вас смотрим, независимо от того, жалуется она на вас или нет. Лечение вы все равно будете получать. Вы только ей скажите, чтобы она не говорила нам, что мы к вам не подходим и вам не оказываем помощь. Выздоровление пациентов, говорят врачи, зависит не только от них, но и от усилий, которые прилагают сами больные. Я видела. Теперь по мере возможности садимся. Будем сидеть, будет лучше. Вес ваш давит? Шарики Вот молодцы. Они как метеор бегом ходят, вовремя приходят, температуру измеряют. Мы хотим быстрее выздороветься домой. Тяжело, но стараемся, что они говорят, всякие физзарядки делать, стараемся. Хоть больно, другим тоже место надо, больнее много. Наплыв больных большой. Ковид-госпиталь изначально был рассчитан на 60 коек, но количество пациентов уже давно держится выше этой цифры. И в отличие от весенней волны, сейчас очень часто пациенты поступают уже в тяжелом состоянии. Тяжело больными транспортировка и перевозка их в другие госпиталя очень затруднена, потому что такая ситуация сейчас везде, и в Стерлитамаке, и в Салавате, и в Уфе. Перевести куда-то больного очень сложно. Все говорят, что лечите на данных на своей территории. Поэтому стараемся выкарабкиваться своими силами. Сидите дома, товарищи, чтобы у нас было меньше работы по мере возможности. А возможности их не безграничны. В ковид-госпитале помимо медсестер и санитарок работают 5 врачей. На подмогу к ним пришли еще 4 ординатора из клиники БГМУ. Врачей, к сожалению, с каждым разом уменьшается, потому что работа таких в трудных условиях очень тяжело, но справляемся, потому что дома меня ждет моя семья, муж, 2 детей. Одному 5 лет, второму всего-то 1,5 годика. После 8-часовых смен в красной зоне их ждет долгая работа за компьютером, оформление электронных историй болезни. Но даже когда, казалось бы, на сон-то у них есть право, они продолжают работать. Круглосуточные звонки, консультации, поступление новых пациентов. И когда после долгого лечения они, наконец, идут на поправку, медики радуются не меньше, чем их близкие. 95, вот. Анастасия Ильчебаева, Хания Максютова, Арсен Хамангулов. Новости Ишимбай.